Здравствуйте всем ученики, доброе утро! Добро пожаловать на урок классного часа. Как вы думаете, ребята, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Правильно, ребята, мы с вами сегодня будем говорить о инфекционных заболеваниях. Цели урока, ребята, познакомить вас о заразных заболеваниях и с видами этих заболеваний, воспитывать потребность соблюдения санитарно-гигиенических навыков, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей. Заразные заболевания или инфекционные заболевания – это группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями, болезнетворными бактериями, вирусами либо грибками. Инфекционные заболевания делятся на 4 типа. Первое – инфекция дыхательных путей – это ангина, дифтерия, корь, туберкулез. Второе – кишечные инфекции – это дизентерия, холера, брюшной тиф. Третье – кровяные инфекции – малярия, тулеремия, клещевой энцефалит, СПИД. Четвертое – это инфекция наружных покровов, чесотка, сибирская язва и столбняк. Источником заражения инфекционной болезнью чаще всего является больной и его выделение: слюна, слизь, мокрота, моча, которые содержат много вирусов и бактерий. Микробы чаще всего передаются контактным или воздушно-капельным путем. Детские инфекционные заболевания делятся на воздушно-капельные болезни, хронические заболевания и желудочно-кишечные заболевания. Из них воздушно-капельные болезни тоже делятся на два – с высыпанием и без высыпания. С высыпанием это корь, краснуха, ветрянка, оспа. Без высыпания – грипп, коклюш и другие заболевания. Хронические заболевания – это туберкулез, а желудочно-кишечные заболевания – это вирусный гепатит и дизентерия. Ребята, пожалуйста, внимательно посмотрите пути передачи инфекции. Признаки инфекционных заболеваний индивидуальны для каждого из них, но большинство сопровождается температурой, ознобом, головной болью, иногда появляется кашель, понос и сыпь. Ребята, чтобы защитить себя от заразных заболеваний, нужно всегда соблюдать гигиену, мыть руки чаще, делать прививки, пить витамины, использовать защитные повязки. Также нужно всегда питаться натуральными продуктами. Ребята, чтобы не болеть и не заразиться инфекционными заболеваниями, у вас должен быть высокий иммунитет, и вы должны заняться спортом. Ребята, помните, что 9/10 нашего счастья зависит от нашего здоровья, так что берегите свое здоровье. Надеюсь, сегодняшний урок вам понравилось. Вы получили много информации. Берегите здоровье и здоровье своих близких. Спасибо за внимание всем, ребята. До свидания. Увидимся на следующем уроке.